Гэта жывая гісторыя, расказаная праз успрыманне юнага пакалення беларусаў. У цэнтры сюжэту удзельніца музычнага калектыву Соня. Яе дапытлівасць становіцца адпраўной кропкай у вялікае падарожжа. Гераіня праходзіць шлях праз дзесяцігоддзі ад першых акордаў інтэрнацыяналу да сучаснай мелодыі. Фильм снят в смешанной форме. То есть это элементы игрового кино, то есть актерская работа имеет место быть, и молодые, и юные актеры, и более зрелые, и документалистика. Интервью с реальными персонажами, с реальными людьми, имеющими отношение к истории создания гимна, к белорусской музыке вообще и в частности. Жанр можно назвать такое научно-популярное кино, то есть потому что форма достаточно доступная, понятная, но вместе с тем очень информативная. Праект разлічаны на шырокую аўдыторыю, але ў першую чаргу арыентаваны на моладзь. Для яе гэта каштоўная крыніца ведаў, а таксама напамін пра тое, што за урачыстай музыкай стаіць гісторыя народа. Это очень значимая мелодия нашей страны, потому что она несет в себе историю с времен СССР и до наших дней. Это патриотичная музыка, которая очень важна для нас. Она показывает, что мы независимая страна. Любовь к родине также она заложена в нашем гимне. Нам рассказали историю нашего гимна, то, как он создавался, как писали текст и как пришли к тому, что мы имеем сейчас. Наш гимн объединяет полностью нашу страну, весь народ. Я очень горжусь тем, что у нас есть такой гимн. Приятно слышать наш гимн на всех официальных праздниках нашей страны. Для гамельчан у дзень прэм'еры арганізавалі фотазоны і тэматычныя выставы. Удзел у праграме прыняў гомельскі каледж, названы ў гонар Несцера Сакалоўскага, знакаміты кампазітар, аўтар музыкі дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. Человек, который многое сделал для Беларуси и для Гомельской области. Это наш земляк. Он является композитором, хоровиком, дирижером, автором многих произведений, трудов. И гимном Республики Беларусь. В его честь назван наш колледж. И с большим почетом несет это имя. Паказ фільма стартуе адначасова ва ўсіх кінатэатрах вобласці і працягнецца ўвесь год. Алеся Федарцова, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».